путь к знаниям и согласию в Актаныше начинают вместе с Рустамом Минихановым и Ментимиром Шаймиевым. Сегодня они открывают уже 4-ю в республике полилингвальную школу Адымнар. Первую из таких на селе. И она ничем не уступает по условиям городским комплексам. Яхшы сифат белән 5 ай эчендә менә шундый бинаны башкарып чыгу үзе бик зур батырлык. Без Актанышка зур өметләр багышлыйбыз. Әлбәттә, монда гимназия бик матур эшләп килә. Бу комплекста, Адымнар комплексында республика өчен үрнәк булыр дип ышанып калабыз. Гимназия-интернат Адымнар-Актаныш – это целый комплекс. Он объединен уже с действующей гимназией для одаренных детей. Теперь там будут учиться до 5 класса. Дальше в новом здании. Киләчәктә дә шулай дәвам итәбез. Барыгызга да исәнлек, саулык. Инде бу дәрәҗәгә җиткәч, тагын да алга барырга җиңел булмый ул. Но шул ук вакытта башлап җибәргәннән дә авыр була алмый ул. Инде мин тәгә төбәтә кимәдем, чөнки Адымнар мәктәбенең безнең шушы фуражкасы кепкасы дип әйтеп менде аны бер җиргә итеп тәп куярсыз, карарсыз. Я имею в виду символом. Строительство полилингвальных комплексов Адымнар – инициатива Ментимира Шаймиева, поддержанная Рустамом Минихановым. В новой школе теперь смогут учиться 360 детей. Обучение на русском, татарском и английском. Есть возможность учить арабский язык. Вот я был во многих странах, подобные школы я видел только похожие, мягко говоря, но они отстают в оснащении, тем не менее. Я видел только в Дубае и несколько школ в Англии. Но все эти школы находились в столицах. Они не строят такие школы в селах. В селах не строят. И эти школы там платные. 25-30 тысяч долларов надо в год, чтобы учиться. Это абсолютно бесплатная школа в сельской местности. Ребята, от вас только требуется не подвести ваше старшее поколение. В этой школе будет 50 видеокамер, которые не просто будут передавать сигнал на пульт охраны. Для детей в Адымнар цифровые лаборатории, мастерские, спортивные и хореографические залы и информационный центр. Прежнее здание, оно было старый проект, и кабинеты были такие тесноватенькие. Очень шикарно, коридоры хорошие, удобные. И 3 этажа для нашего села, мне очень нравится. Пока успела посмотреть только снаружи, но очень интересно, как будет внутри. И очень хочется посмотреть, какие там классы и как там все будет происходить. Школа мне очень понравилась и снаружи, и снутри. В этой школе можно изучать разные языки. Я очень хочу изучить тщательно английский язык. Здесь же будет работать филиал Шаян ТВ. Он в Актаныше уже 3 года. И сегодня президенту презентовали первую тикток-фабрику детского телеканала. Рустам Миниханов поддержал юных блогеров, которые популяризируют татарский язык через интересный контент. Сейчас у нас 1 августа на Шаян ТВ стартовала тикток, Шаян ТВ, фабрика тикток. И сейчас мы вместе с ними работаем над контентом. Нам очень нравится, мы постоянно на связи. И у нас здесь есть свои блогеры, свои корреспонденты. Символично, что в день открытия полилингвальной гимназии сегодня здесь проходит и традиционная августовская конференция. В этом году ее главная тема – современное образование. Возможности для каждого. За последние 2 года в республике построили 58 детских садов. Только в этом году 7 новых школ. Становится больше 100-бальников ЕГЭ и медалистов. Только при этом есть вопросы к рейтингу, где Татарстан по качеству образования на 22-м месте. Одна из проблем, отбрасывающая нас на такие позиции, необъективность оценивания, которая напрямую связана с профессионализмом учителя. Вот министр сегодня сказал, 15% в Буинском районе, 21% в Муслюмовском. Претендентов на медали не подтвердили свои результаты. И я обращаюсь к министру, команде его, совместно с главами разобраться детально в этих вопросах, принять исчерпывающие меры. Самая важная для нас с вами задача – поднимать уровень образования не в элитных школах, те школы, которые исторически показывали результат. Наша с вами задача, чтобы все остальные школы хотя бы не лучший показатель брали, а поднялись
на несколько ступенек выше. Особое внимание на педсовете национальному образованию. С 2022 года в России будут внедрены новые стандарты. Президент поручил усилить работу по новым учебникам на родном языке, включение переводных в федеральный перечень. Прошу обеспечить паритетное использование государственных языков в соответствии с законом о языках народов Республики Татарстан. Держать на личном контроле вопрос организации обучения и воспитания на родных языках, уделив особое внимание дошкольному образованию. Обращение к главам и от министра образования. Усилить работу психолого-педагогических центров и служб. Трагедия в Казанской гимназии, кибербуллинг, деструктивные сообщества в сети. Дети чаще обращаются к психологам. Сегодня психолого-педагогические службы работают в 25 муниципальных образованиях республики. Прошу глав рассмотреть вопрос улучшения материально-технического обеспечения данных центров и придания им статуса юридического лица. Республика выделяет $500 миллиарда рублей на охрану 280 самых больших школ республики. И к ним могут добавиться почти 2000 школ. В любом случае вопрос безопасности. Родители должны быть спокойны, когда их дети находятся на учебе. Мы несем полную ответственность. То, что ребенок пришел в школу, и мы приняли решение по первой и второй группе выделения финансирования на физическую охрану. Это достаточно большая цифра. В план бюджета мы ее вкладываем. 457 миллионов рублей. Но эта третья группа будет рассматриваться попозже. Важна безопасность и за пределами школы. В этом году на дорогах погибли 11 детей, 286 были ранены. Глава ГИБДД просит ввести специальный предмет или увеличить часы на изучение ПДД. Рустам Минниханов обратил особое внимание на ситуацию в училищах и колледжах. В ходе проверок в ряде обнаружены мертвые души. Были установлены случаи непосещения обучающимися занятий или систематически их пропуска по неуважительным причинам. Вообще бардак, это вообще непозволительно. Это обман, приписки за непринятие мер по осуществлению должного контроля за посещаемостью. 7 руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности, 3 руководителя уволены. Это Апастовский, Черемшанский, Дрожжиновский. Но вы еще слепые, что ли, не видите? Это же все идет потом к нам. Эти люди, эти дети, они там находятся в воздушном пространстве. Также среди задач от президента заполнять ресурсные центры в контакте с бизнесом и предприятиями, продолжать цифровую трансформацию, не завышать оценки ученикам, идущим на медаль. В целом, работа системы образования оценена положительно, а лучшие ее работники сегодня получили госнаграды. Салават Мухаммадуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Актанышский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.